Писателя и педагога, ценителя гагаузского фольклора, культурного деятеля Мина Васильевича Кюся сегодня вспоминали родные, близкие, коллеги, ученики и все, кого с ним судьба связала. Мина Васильевича хорошо помнит ученик, коллега по творчеству, писатель Василий Филиогла. Будучи учителем в школе, он там, когда была возможность изучать гагаузский язык, там короткий период, он у нас преподавал гагаузский язык, но уже в старших классах он у нас преподавал историю. И я его, будучи ребенком, помню, как очень хорошего, делового, очень такого душевного человека, потому что за что бы он ни брался, он все делал до завершения, до конца. Мина Васильевич, он был у меня не только учителем в школе, но он есть мой учитель и моей творческой деятельности. Потому что именно он был для примером. Вот в начале моей творческой деятельности, когда я писал пробные стихи, он был учителем до последнего дня, когда я уже более-менее стал совершенным писателем, поэтом. Да и я в конце концов и тоже стал, как и он раньше был, членом Союза писателей СССР, я тоже член Союза писателей Молдовы. И мы рука об руку до последних дней, значит, вместе жили, вместе радовались, вместе горевали, когда что, вместе творили и вместе отдыхали. Короче, мы как две семьи. Он для меня и как отец, и как брат, и как друг. Где бы и кем бы ни работал Мина Кюся, учителем, директором школы, партийным организатором колхоза, начальником управления культуры, он всегда оставался простым и отзывчивым человеком. Для семьи и родственников Мина Васильевич всегда был добрым и внимательным. Мина Васильевич мне второй отец. Моим детям, внукам он запомнился как самый добрый, самый общительный, дедушка, так будем говорить. За свою жизнь, то, что мы, как говорится, совместно, только положительное было с его стороны. Всегда уважителен и к нам, и к моим детям. Жалко, что внуков и правнуков он не увидел. На всех постах, где он работал, он показал себя только с положительной стороны. Мина Кюся работал директором Бешалминской средней школы, а также более 5 лет возглавлял этнографический музей села Бешалма. Действительно, он один из тех людей, который очень много сделал для Гагаузии, очень много сделал для Бешалмы, и мы по силам, по возможности, мы стараемся увековечить тот материал, который ищем, находим. По списку у него 14 изданных книг, 12 идут авторские, но два сборника, они переизданы Иванкой и Рафетом Кёксал в Турции в одной из серий переизданий литературы. Мина Васильевич являлся примером для своих сельчан, помогал и поддерживал их в различных начинаниях. Ставила работу, что я полюбила профессию педагога и работала 40 лет в детском дошкольном учреждении. Мина Васильевич – известный гагаузский прозаик и поэт, автор текста гимна Гагаузии. В 1980-е годы он был принят в Союз писателей Молдовы. В 2008 году теоретическому лицею села Бешалма было присвоено имя Мина Васильевича Кюся. Он был избран депутатом Народного собрания и руководил управлением культуры Гагаузии. Его первый сборник стихов вышел в свет в 1973 году. Мина Кюся является автором книг «Братство», «Запах земли», «Земли сердцебиение», «Надежда», «Вкус жизни» и других. Его стихи можно встретить во всех учебниках гагаузского языка и литературы. Они переводились на русский, турецкий, молдавский и другие языки. Светлана Димитрогла, Сергей Георгиев, Артем Топал. Новости ГРТ. Nerede türkücü insan, nerede çöşmeler kendi ayız sözünü verir. Oradan Ruba nerede keptardan, insanlar sever onu, nice göz yavkusunu.
oradan nerede bucak toprağım pehlivan gibi oldu, işlerin kamil kurdu.